В эфире обзора чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. Полицейские Алданского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу». Подозреваемым стал 46-летний мужчина, который незаконно выловил 33 сибирских осетра, причинив биологическим ресурсам особо крупный ущерб в размере около 5 миллионов 300 тысяч рублей. На автодороге, соединяющей Алданский и Меган-Кангаласский районы, инспектор ДПС остановил микроавтобус марки УАЗ. При осмотре машины в багажнике были обнаружены мешки с рыбой без сопутствующих документов на перевозку и лицензии на вылов. Изъяты биологические ресурсы, добытые 46-летним мужчиной основного транспортного средства. Экспертиза отнесла к виду сибирский осетр, который унесен в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. В полицию Миконского района поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении руководителей образовательных учреждений. В управление образования позвонил неизвестный мужчина и представился заместителем прокурора из Москвы. Во время разговора звонивший сообщил о том, что будет проведена проверка в детском саду и общеобразовательной средней школе. Под предлогом покупки цветов, конфет и других затрат для членов комиссии злоумышленник настоятельно попросил перевести деньги на отправленный им счет. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет афериста более 74 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-профилактических мероприятий участковые Вилюйска выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции физическим лицом. 58-летний местный житель осуществлял продажу спиртного из своего автомобиля возле одного из домов города Вилюйска. В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружено и изъято 4 бутылки водки. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Теперь бутлегера ждет штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя. С заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница Нерюнгри. Женщина пояснила, что ей поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банка. Сначала позвонила девушка, которая сообщила, что с карты заявительницы кто-то пытается снять деньги. И для предотвращения операции попросила назвать номер банковской карты и 3 цифры с оборотной стороны, что потерпевшая и сделала. Затем лжесотрудница сказала, что после их разговора ей позвонит сотрудник другого известного банка. Якобы мошенники полностью взломали безопасность и защиту банковских карт, оформленных на ее имя. Вскоре женщине позвонил очередной лжебанкир и сообщил об аналогичной ситуации с ее кредитной картой. Мужчина также попросил назвать все данные карты. После этого мужчина сообщил, что денежные средства, которые были списаны с ее карты, вернутся в течение получаса. Но этого не произошло. В результате потерпевшая лишилась 14 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. В Алдане осужден мужчина, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством. Весной 2019 года между работниками одной из золотодобывающих компаний во время пьяного застолья возник конфликт, в ходе которого подсудимый ударил потерпевшего топором в область шеи и лица. От полученных травм потерпевший скончался. Свидетелем преступления стал коллега погибшего, которому подсудимый пригрозил убийством, если тот проболтается. Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, но гособвинителям суду предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, которые явились основанием для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. В суд направлено дело в отношении женщины, члена организованной группы, которая обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой. В декабре 2019 года жительница Якутска, действуя в качестве закладчика, в составе организованной группы получила по почте для распространения в Якутске партию наркотического средства типа «Спайс» в особо крупном размере. Однако реализовать свой умысел не успела ввиду задержания сотрудниками полиции, которые изъяли у нее заказанную партию наркотиков. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении неустановленных поставщиков наркотиков, действовавших и руководивших действиями женщины через интернет, уголовное дело выведено в отдельное производство. В Магнитогорске Челябинской области произошел взрыв газа в жилом доме. ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на 2-м этаже. После взрыва в 6 квартирах началось возгорание. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. В результате взрыва 2 человека погибли. На данный момент пожар в 5-этажном доме в Магнитогорске локализован. Горят только балконы. Из горящего здания спасены более 30 человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел вечером в четверг в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. По словам очевидцев, незадолго до взрыва в подъезд дома занесли газовый баллон. Видео со следствия.